В ноябре в Министерстве труда и социального развития Якутии состоялась видеоконференция с районными отделами опеки по школьному питанию детей из приемных семей. Если взять, посмотреть статью 1 федерального закона от 21 декабря 1996 года за номером 159 ФЗ о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягкого инвентаря, проживание в жилом помещении без взимания платы или возмещения их полной стоимости, а также бесплатным оказанием медицинской помощи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им за время пребывания в соответствующей организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семье опекуна, попечителя приемных родителей, основывается на полном государственном обеспечении. Вопросы школьного питания были обсуждены руководителями и специалистами отделов опеки Нюрюнгринского, Ленского, Вилюйского и других районов, а также города Якутска. В настоящее время по городу Якутску в образовательных учреждениях обучается 47 174 учащихся, в том числе и дети-сироты. И дети-сироты в настоящее время являются льготной категорией для получения бесплатного питания. На видеоконференции также обсуждался вопрос санаторно-курортного отдыха детей, оставшихся без попечения родителей. На сегодняшний день у нас по отчетным данным получили санаторно-курортным отдыхом воспользовались 88 детей, это 10 детей из Берегини, 11 детей, воспитывающихся в приемных и опекунских семьях, и 14 детей из адаптивной школы-интерната 28. По итогам конференции принято решение направить рекомендации муниципальным образованиям по обеспечению детей из приемных семей школьным питанием. Давайте в этом направлении работать. Этот вопрос на самом деле очень насущный, его ставят приемные семьи. И общими усилиями в республике решим эти вопросы, хотя бы начиная с 2020 года, там, где они на сегодня не решены. И я думаю, что это будет большой плюс в работе глав муниципальных образований, которые на сегодня исполняют свои полномочия на территории тех муниципальных образований, те граждане, которые выбрали, соответственно, решать их проблемы мы должны все вместе. Что касается контроля со стороны Министерства образования, я думаю, он точно будет. Но с нашей стороны мы тоже постараемся координировать эту работу, поскольку вопросы приемной семьи, они не ограничиваются данными проблемами, только их очень много было озвучено. И будем решать их на благо тех граждан, ради которых мы с вами работаем. Международный детский фонд «Дети Саха-Азия» ведет большую работу по поддержке приемных семей республики. Фонд не только показывает приемные семьи в нашей передаче, но и оказывает им необходимое сопровождение. В 2019 году наш фонд стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской Федерации. Мы участвовали в первый раз в этом конкурсе и сразу стали победителем. Нам это очень приятно, потому что та работа, которая планировалась выполняться нами, которая реализуется нами, она была оценена не только получателями по данному проекту, благополучателями, но и независимыми экспертами Фонда президентских грантов. Наш проект называется «Иллях-Текбирке». Это «Будем вместе». Программа поддержки приемных семей действует у нас с 2013 года. Сейчас мы ее решили расширить, и это расширение идет от запроса самих приемных семей. Дело в том, что с 2012 года количество приемных семей непрерывно растет. В основном они создаются в сельской местности. Мы ежегодно проводим слеты приемных родителей. И получаем обратную связь о том, что необходимо, какие сложные вопросы есть, что им необходимо решать для
такой вот устойчивой их деятельности для решения сложных их вопросов. В нашем проекте мы планируем проводить цикл вебинаров, 10 лекций психологов для специалистов центров помощи детям-сиротам и органов опеки и попечительства по вопросам психологической поддержки и сопровождения приемных семей, родителей и детей в том числе. Все участники вебинаров получат сертификаты государственного образца о повышении своей квалификации. Советы психолога будут опубликованы во всех наших социальных сетях, на сайте фонда, на канале YouTube и в наших, естественно, передачах «Будем вместе». Планируется провести 6-й республиканский слет приемных родителей с психологическими тренингами. И на этом слете будет выпущенный к тому времени авторский психологический инструментарий. Это настольная игра для сплочения всех членов приемных семей. Также будет выпущена книга советов на якутском и русском языке, советы маме и папе. Партнерами нашего проекта являются Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия, Национальная вещательная компания НВК Саха, Ассоциация приемных семей Республики Саха-Якутия. Ведущей вебинаров и психологических советов является заместитель директора Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи, кандидат психологических наук Елисеева Наталья Дмитриевна. Мы надеемся, что данный проект он будет востребован, полезен, и мы достигнем всех ключевых результатов. Үгіз терапиттер, оға етел бұт терапиттер, оға орар, оға сымыялыр ден проблеманы көстелер. Онна бола терапиттер оға орарын, оға сымыялырын орума тугары тейбет, албынны ренден өйділер. Жин-жиңар психологический механизма төрөті ғытар оғаға болғымтата, оны таптала тейбет әден. Жоңға итиге кәлбет оға қаз бидде оға тұс ғархан жалқалақ, тұс-тұспа олық қоллақ. Ол онтуғата үксүгер болағына, бары дағаны болу, боғылар болағына, төрөппіт тапталын олық кірахеджанар, ағаяқ үйдақтырығыр, хете білбәкке қалалар, әветер олық білбәдіқтоғылар бар болуқтырын сен. Оғыл маннай түрән баран сатан истибет, сатан көрбет, кені болағына кихи-кенеға таптырын, бұ илитінен, имеритінен білер. Қолауыр ие кихи оғытын хыллан, кухан таптан, эмериен бейтен тапталын білер. Онтон боланы оға мантықата олық кіраддағана соқ боланы кені бұл маны көрдүйірінер дейір болар. Әхей қалауыр иетел бұт оғағытын тапталғытын білер яқатын бағарар болақытына. Кенеға тылынан әрі болбаққары өсі бұл маны кірдік эмериен, тутан, аны сағаттан еме тұтылықтақ. Оға болағана біле подростық сағаға жері бейті кыбыстан туырор дейірі эмерия әджін, тута әджін. Таңахын көннөрүн хақалар холобор бу оғаны кетағаттан эмириелер, оны кетағатты хылылар. Сексуальный подоплёкада хуахалла болболлай, төрөппүт сылла бола. Эбе кен өссө. Онтон боллагана оға подростак болан кыбыстар боллагана хем бир жон көрбөтүнө уора көстө хем бир тарих канада тапталган билер канада. Бу бар бияга бастыка таптал бүтчүн олен холор маннайгы таптал уагада маннайгы тамкергенген көстөргөр хайыргар биле кусту харыгын бихин хасы сөбөлүбүт. Психологтар этеллеринен именно кусту халорун кихи боланы бейтин биле иетин кухарын кудуханы ребит, онна көмүскеллах кудухананар. Онан төһөнөн оғанел бақта кухабыт эмеребит таптыбыт тагына, очонан кини бияга холо олоққа боланы увереннейде хананар бие таптырбытын белинер, онна төбейде хайдарыгар да шөй болар. Онотта ол онна кыз өттүнен сайдарыгар холовор туохтене техпен багарабын. Бу именно тапталы билбете хоголар. Канны кемит атын кии кален кини тариддагана, сыллатагана, эмериддагана, оны таптал куддукыланнар о кини керден баран халыктырынсın. Оннук болбатын салтан, эрдеттен оғана ән төрөппүт тапталын білін яқты. Оға иетел бұт оғағытын құттанмаққан қараттан сағаланда, оға қолауыр олақ ұбылы кухарға үйренметі оға боллағады, оны кенені наханды құттаваққа тәрі қараттан
илититтен тутан таңаһын көннөрөн эппитим курдук кетагаттен эмериен хахалы хыллаан тапталгытын биллерин очоона боо олокко терехтаах болуга онна бейтигер эреллаах болуга. Меня зовут Ксюша, мне 13 лет, и я учусь в 6 Б-классе в среднем в поселке Мосоголох, в среднеобразовательной школе. Мне нравится учеба, и я хочу, когда вырасту, стать полицией, как бы можно покороче сказать. И мне очень хорошо эта профессия понравилась, когда мне было где-то еще 5 лет. И из-за этого я мечтаю об этом каждый раз. А учусь я в школе, ну, так, с оценками немного бывают проблемы, но я пытаюсь их исправлять. И я всегда хотела бы, чтобы у меня была какая-нибудь семья. Вот, Ксюш, очень хорошо. А какая семья? О какой семье ты мечтаешь? Ну, о доброй, хорошей, ну, всегда, которая может поддержать. А кто будет в твоей семье? Ну, я бы хотела, чтобы там был мой родной брат, это Владик, и я. А Максим, мой самый старший брат, он выпустился, и сейчас ну, он учится. Ксения, ты забыла двух важных людей, которые должны быть в любой семье. Кто? Мама и папа. Вот. А какую бы ты хотела маму? Она бы была красивая, добрая и ласковая. Ксения очень надеется, что все, что она умеет, поможет ей в новой семье. Ксюша у нас приветливая, талантливая девочка. Любит она петь, танцевать, рисовать. Очень общительная, открытая. Открытость Ксении позволяет ей развиваться в разных направлениях. Ксюша занимается года 2. Ей нравится делать видеоролики. На ютубе у нее есть свой канал. Она добавляет туда видео. В основном делает монтажи про аниматроников. Они ей нравятся. Мы очень надеемся, что Ксения обретет семью. Gün ottutan mildi gündü kurdu.